эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Объем выручки резидентов креативного кластера в Якутске достиг миллиарда рублей. Второй день форума креативных индустрий завершился. Расскажем подробности. 230 километров за 45 минут. Авиакомпания «Алроса» увеличила количество рейсов по направлению Ленск-Мирный. Кубок защитников Отечества стартовал в Якутске. В этом году соревнования собрали 40 спортсменов из 15 районов республики и Якутска. 1500 зрителей, овации и рекордное количество номинаций. В Москве представили балет «Сияющий камень». Таммот в эти дни футбольный центр Якутии. В Алданском районе проходит турнир по футзалу памяти Игоря Погадаева. Расскажем, как стартовали соревнования. Вследствие выхода вторых волн весеннего половодья в реке Лени наблюдается повышение уровней воды. Как сообщают синоптики, у поселка Витим Ленского района уровень воды достиг отметки 701 сантиметр, что выше отметки неблагоприятного гидрологического явления на 51 сантиметр. По прогнозам, в субботу 31 мая у Пеледуя также уровень воды может превысить отметки неблагоприятного явления. Рост уровня воды возобновился у Покровска. В ближайшие сутки двое на участке Табага-Якутск начнется формирование второй волны. А в Усть-Алданском районе ввели муниципальный режим ЧС. Причиной стали действующие лесные пожары и установление чрезвычайно высокой пожарной опасности лесов. Распоряжение вступило в силу с 19:00 четверга и будет действовать до особого распоряжения. Также в Усть-Алданском районе установлен особый противопожарный режим. Он предполагает в том числе запрет на посещение лесов. В Ленском районе увеличено количество авиарейсов авиакомпании «Алроса». Также стали дешевле поездки на теплоходе «Полесье». Начиная с 3 июня к рейсам, которые осуществлялись по маршруту Ленск-Мирный по субботам, добавились и вылеты по средам. В обратном направлении из Мирного в Ленск самолет будет летать по вторникам и четвергам. По направлению летает Ан-2. Время в пути занимает 45 минут. На автомобиле расстояние в 230 километров на данный момент преодолевается более чем за 8 часов. Дополнительные рейсы будут работать до 20 августа. Также в этом году администрацией района достигнуто соглашение с Ленатурфлот о субсидировании пассажирских перевозок. Будет осуществлено 80 рейсов по маршруту Ленск, Хамра, Ярославский, Пеледуй, Витим, Ленск. Значит, это очень социально значимое направление, что позволит жителям Ленского района получать скидку 50% на стоимость проезда. Стоимость проезда составит 3500 рублей. Полесье начнет курсировать с 5 июня. Это обещание Ленатурфлот. Да, было проведено совещание по данному направлению. Сейчас проходит подготовка береговой инфраструктуры, установка дебаркадеров. Театры, архитектура, музеи и кино. Эти и другие направления в области креативной экономики обсудили во второй день работы форума, созданного на Дальнем Востоке. Подробности в сюжете Вероники Таюрской. Архитектура и урбанистика, сохранение прошлого и развитие будущего. Как подружить город и креатив обсудили на сессии «Пространственное развитие и роль креативных индустрий в преобразовании городов». Ведь сохранение самобытности – это дань уважения истории. С сегодняшнего дня начинаются как раз наши направления. Они будут и 30 и 31. Мы поговорим о среде, о дизайне, о новых подходах в архитектуре, о, конечно, сохранении культурной идентичности и применении ее как в архитектуре, так и внедрения в среду. Новых подходах по разработке объектов культурного наследия. В целом, как можно использовать культурное наследие для развития экономики. Культуру и уникальность невозможно сберечь без музеев. Во второй день форума им была отведена отдельная сессия. В ее рамках прошло подписание трехстороннего соглашения о повышении роли музеев Якутии в креативной экономике. Также во время работы сессии регионы поделились не только своими практиками, но и озвучили результаты своих проектов. Буду представлять опыт города Благовещенска по объединению в рамках сетевого взаимодействия всех музейных пространств. У нас их на сегодня более 70. И самым уникальным является, что это объединение провела непосредственно библиотечная система. В городе Благовещенске она является одной из самых передовой. У нас самое большое количество моделей
модельных библиотек на душу населения по всей России. И работают достаточно молодые, очень энергичные, креативные кадры. Площадки второго международного форума креативных индустрий на 3 дня стали не только полем для обмена опытом и подписанием соглашений, но и выступили территория, где обсуждаются планы на будущее. Всегда есть планка задач минимум и задач максимум. И если мы говорим по минимум, то, безусловно, это новые знакомства, которые в будущем могут дать возможность для сотрудничества и для того, чтобы мы могли обмениваться опытом уже в менее формальной обстановке. А максимум, безусловно, это выработка определенных стратегий и рекомендаций для того, чтобы региональные власти различных субъектов Дальнего Востока могли прислушаться к мнению профессионального сообщества. 3-й день форума обещает быть таким же насыщенным. Спикеры продолжат обмениваться опытом в области мультипликации и кинопроизводства, дизайна одежды и архитектуры, гастрономии и туризма. А уже на будущий год Международный форум креативной индустрии отправится в следующий регион Дальнего Востока. Вероника Тырская, Аэлита Махно, Якутск. Компания «Экстрасинема» готова к выходу на рынок Индии. В стране с населением почти в 1,5 миллиарда человек на сегодняшний день действует лишь 5000 кинотеатров, в связи с чем более 70% жителей не имеют возможности коллективного просмотра кино. Решить эту проблему поможет подписанное соглашение. В рамках совместной работы «Экстрасинема» планирует не только поставлять оборудование для малых кинозалов, но и наладить прокат российского и якутского кино. Соглашение с индийской стороной о том, что мы запускаем первые 50 залов на территории Индии, а дальше с возможностью масштабирования его уже в ближайшее время до 224, плюс в течение 2 лет они готовы тиражироваться до 10 тысяч залов на территории своей страны. Это примерно по 100-150 залов на каждый штат. В Мирном тем временем 11 предпринимателей презентовали товары и услуги на выставке «Бизнес-Экспо». Подробности у наших коллег. 11 мирнинских предпринимателей представили товары и услуги на выставке-ярмарке «Бизнес-Экспо-2025». Гости увидели коллекции одежды и этноукрашений, оценили услуги визажистов, парикмахеров, прочитали детские книги и окунулись в VR-технологии. Смотрю, что очень много мамочки не просто дома перед телевизором сидят, а именно занимаются и людей мотивируют. Тут очень книги взять, детские книжки и другие шариками. Эти все мамочки, мы все мамочки. Это хорошо, что у нас город развивается. И всем мамочкам желаю, чтобы свою декретный отпуск найти свою профессию, хобби и заниматься. Всем удачи! Для участников и гостей этнолавка и магазин шаров подготовили фотозоны. Вы можете одеть, сесть и в аутентичной обстановке сфотографироваться на память. Допустим, женская одежда есть и мужская одежда этническая. В рамках «Бизнес-Экспо-2025» состоялась презентация клуба женщин-предпринимателей. Спикер поделилась с участницами советами о том, как вести бизнес. Традиционные встречи в честь Дня предпринимателя проходят 2 раза в год. Их проводит Центр развития предпринимательских и общественных инициатив при поддержке районной администрации. Это помогает мирницам презентовать продукцию, услуги и пообщаться с потенциальными клиентами. Следующая выставка-ярмарка «Бизнес-Экспо» запланирована на сентябрь. За прошедшую неделю специалисты Якутского психологического центра провели более 700 консультаций для бойцов СВО и членов их семей. Напомню, что все обращения в центр анонимны и конфиденциальны. Участникам спецоперации и их родным психологическая помощь оказывается бесплатно. Поддержку можно получить, записавшись по номеру 31 91 09. Специалисты также проводят выездные консультации в районах республики. С 9 по 11 июня в Мегино-Кангаласском улусе пройдет семинар для глав поселений. Их обучат навыкам взаимодействия с ветеранами боевых действий. Впервые будет применен подход, совмещающий академические и психологические наработки с практическими занятиями, созданные и апробированные в Якутии.
Автор программы является заместитель директора Якутского психологического центра, заместитель директора по психологической работе Октябрина Туприна, имеющая опыт работы с ветеранами чеченских компаний и иных военных операций. Семинар направлен на обучение руководителей, специалистов навыкам взаимодействия с ветеранами, включая такие модули, как тонкости реадаптации, ресоциализации якутских комбатантов. В спортивном комплексе «Дахсун» прошло региональное соревнование на Кубок защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции. В этом году это уже второй турнир, нацеленный на реабилитацию бойцов, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач. О ходе проведения Кубка подробнее в сюжете Тимура Колмогорова. Отважный боец Алексей Куршев вернулся из зоны спецоперации в декабре 2023 года. Защищая родину, он получил ранение, полностью лишившись правой руки. Человек с твердым характером и стойким духом впервые участвовал в соревнованиях в двух видах – армрестлинге и настольном теннисе. Мне, в принципе, пока особо нечем заниматься. Я сейчас, потому что езжу то в военкомат, то в часть, то в госпиталь. Туда-сюда документы восстанавливаются, делаю. Так что мне особо сегодня вот время выпало, думаю, дай заеду, посмотрю все, поучаствую. Мне сейчас протез буду делать. Так нормально все. Кроме армрестлинга и настольного тенниса, участники Кубка защитника Отечества поборолись за первые места и по другим видам спорта. Дмитрий Артемьев участвует второй год, заняв первое место по армрестлингу в прошлом. Сейчас же он решил попробовать себя в стрельбе из лука и из пневматического ружья. Курок слишком плавный. И там по одному заряду там как бы стреляется, как из винтовки. Ну, как из волдушки. А какие ваши результаты стрельбы? 75,5. Маловато. Стрельба из лука, там по классике же стреляют. Если до этого никто не стрелял, то там очень сложно. Там надо привыкать. Как бы у нас в крови как бы уже должно быть. Также состоялась борьба среди сильнейших в пауэрлифтинге, а ранее прошла командная игра по волейболу сидя. Всего в соревнованиях по Кубку приняли участие более 40 человек из 14 районов республики и города Якутска. С этого года, с 25 года мы начали заниматься еще по спорту слепых, которые остались с увечьями глаз. И на Кубке защитника Отечества в межрегиональном этапе включили в программу в положение соревнования такой вид спорта по спорту слепых, как шоу-даун. Я думаю, что наши ребята через занятия физической культурой и спортом они реабилитируются здесь, общаются. И, это важный момент для ребят, те, которые приехали из зон конфликта. В Кубке защитника Отечества для участников главное не победа, ведь своим примером они могут доказать себе, что полученные травмы не мешают заниматься спортом. А по итогам соревнований из победителей будет сформирована сборная Якутии, которая примет участие в дальневосточном этапе Кубка в Южно-Сахалинске. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. К другим темам. В преддверии Дня защиты детей на территории сквера детской площадки «Обнаженные сердца» и озеро Талое традиционно прошла экологическая акция «Чистый город». Как прошел субботник, в следующем материале. Несмотря на капризы погоды, в сквере оживленно. Студенты, школьники и простые горожане очищают территорию от мусора. В летний период эта локация особо посещаема. И неудивительно, ведь по всей территории, помимо детской площадки, много зелени и цветов. В рамках санитарного месячника по всей, объявлен по республике у нас, и в том числе и по городу Якутск, у нас идут сейчас субботник в усиленном режиме. Да? То есть администрация города принимает меры по уборке, управами работа ведется. Один из целей данной акции – это повышение экологической культуры населения города Якутска. С каждым годом количество участников по очистке нашего города увеличивается. Такие акции привлекают внимание горожан к проблемам чистоты детских площадок, экологии и активной позиции. Сегодня мы собрались на очень важную и полезную акцию по уборке прибрежной территории Талого озера, детской площадки. Данную акцию «Чистый город» детям мы уже проводим 6-й год. В течение этих лет в акции принимало участие более 1000 человек. И собрано было и вывезено более 600 мешков мусора.
Начиная с 2018 года, благодаря неравнодушным жителям было убрано и выведено уже более 500 мешков мусора. Благотворительная акция «Чистый город» детям стала традиционным и значимым событием, которое повышает экологическую культуру нашего города. Екатерина Фролова, Иван Сорокаумов, Якутск. 1500 зрителей, овации и рекордное количество номинаций. В Москве представили балет «Сияющий камень» Государственного театра оперы и балета имени Суарона Малона. Постановку привезли в столицу в рамках национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль номинирован в 7 категориях. Одна из главных – балет года. В магию танца погрузился Максим Кардозу. До премьерного показа в Москве балета «Сияющий камень» остаются полчаса. Гости в сборе, музыканты уже на своих позициях. Балет показывают в Центральном академическом театре Российской армии. И это один из лучших театров не только столицы, но и всей страны. Историческое, потрясающее здание. А посмотрите на эту сцену. Она, на минуточку, самая большая в Европе. И, конечно, для многих артистов это может стать настоящим вызовом. Сложности были. Специально арендовали балетный пол, линолеум. Перешили какие-то декорации, чтобы увеличили их. Также для артистов, да, все-таки мы постарались уменьшить сцену, насколько это было возможно, но все равно она большая для артистов. И вот эти 2 дня мы репетировали, знакомились с сценой. Но на сцене волнение незаметно. И это при том, что в зале жюри самой престижной в стране театральной премии «Золотая маска». Действие буквально завораживает зрителей. Сплав классического балета, современного танца, сложной сценографии, грандиозный оперный финал. 1500 зрителей буквально в экстазе. Потрясающее впечатление, очень красивое сочетание этнической музыки и симфонической. Очень понравился балетный состав. Очень высокий класс, балерины прекрасные, растяжка у них хорошая, техника великолепная, синхронность отличная. Экспериментальную постановку о появлении алмаза, то есть сияющего камня, оценили и профессионалы. Якутский балет получил рекордные 7 номинаций на «Золотую маску». Мы подавали на меньшее количество номинаций, но прошли по 7, то есть члены жюри, которые смотрели спектакль по видео и также приезжали к нам в Якутск, они настояли на том, чтобы номинаций было больше. Впервые вообще якутский балет выдвигается на премию «Золотая маска» как лучший спектакль. Свои номинации на «Золотую маску» получили и исполнители главных партий, солисты театра, оперы и балета. Мне очень нравится этот балет. Это моя пластика, моя техника. И вот все эти поддержки верховые, они мне очень нравятся, и мне совсем не тяжело. За звание «Балет года» вместе с нашим спектаклем борются постановки из Петербурга, Ростова и Башкирии. А все победители «Золотой маски» будут объявлены в конце июня в Казани. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. На фоне 80-летия Великой Победы в Якутии открылась выставка «Мир кукол Якутии». Это событие стало важным для мастеров и любителей кукольного искусства. Экспозиция, приуроченная к фестивалю креативных индустрий, открыла двери для всех желающих с 30 мая и продлится до сентября. Подробности расскажет наш корреспондент Евдокия Кутугутова. В выставке можно было увидеть куклы, выполненные в различных техниках и стилях, отражающие уникальные культурные особенности каждого района республики. Мастера охотно поделились своим мнением, рассказывая о вдохновении, которое они черпали из исторической памяти Великой Отечественной войны. Союз кукольников у нас открылся уже образованно 11 лет назад. В Союзе кукольников свыше 100 мастеров, которые занимаются кукольным делом, кукольным искусством. Вот это искусство, это не только это наши традиции народно-художественных промыслов, да, а это новое дело, это новая экономика, которая относится к креативной экономике. Мы надеемся, что у нас еще будут новые участники. Каждая кукла не просто изделие, а целый мир, наполненный глубоким смыслом и душой.
Одной из значительных работ является «Поезд Победы». 14 мастеров-кукольников создали композицию, которая вот сегодня представлена. Да? Тут вы видите поезд. Поезд сделали Сидоров Валентин и Захаров Иннокентий. Они не являются кукольниками, они любители, начинающие. И по просьбе народного творчества они создали вот такой поезд, собрали. Приглашенный гость из Бурятии был поражен кропотливой работой якутских мастеров и отметил, что в каждой работе чувствуется любовь к своему делу. Приглашена была Яна Викторовной на эту выставку, на открытие выставки. Конечно, я всегда часто встречаемся с якутскими мастерами и кукольниками, и дизайнерами на международных выставках и на всероссийских выставках в Москве, на ВЭФе. И всегда они занимают гран-при, и всегда они на таком почетном месте. Выставка «Мир кукол Якутии» стала не только платформой для демонстрации удивительных работ, но и местом, где гости и участники обменялись опытом и впечатлениями. Евдокия Кутугутова, Стас Потапов, Якутск. В эти дни Томот – футбольный центр Якутии. С 30 мая по 1 июня в Алданском районе проходит турнир по футзалу памяти Игоря Погадаева. В борьбе за переходящий кубок схлестнулись лучшие команды республики. Как стартовал турнир, расскажет Эржена Гармаева. Раздается свист, и игроки ринулись в бой. За 3 дня на Томотском поле мастерство владения мячом продемонстрируют 7 команд. Здесь собрались звезды якутского футзала из Алдана, Нерюнгри, Куранаха и столицы республики. Томот как место проведения турнира выбран не случайно. В этом году городу исполняется 100 лет. Вековой юбилей решили ознаменовать еще и праздником спорта. В год столетия Томота это мероприятие тоже очень интересно. Это единственный спортивный зал в Алданском районе, который проходит для проведения такого уровня соревнований по футзалу. Конечно, это мероприятие проходит с целью популяризации футбола, футзала, ну и в принципе спорта в Алданском районе и в республике в целом. К этим соревнованиям каждый из спортсменов относится с особым трепетом, ведь они посвящены памяти Игоря Погадаева, футзалиста и лучшего нападающего алданской команды «Оникс». И что не менее существенно, настоящего патриота, героя Чеченской войны. Особую значимость этому событию придает то, что этот турнир носит имя Игоря Погадаева, человека, который прошел вторую чеченскую кампанию, получивший ранения. И сегодня, когда у нас проходит специальная военная операция по защите западных рубежей нашей страны, интересов Российской Федерации, этот человек не понаслышке знает, что такое защита своей страны. Клуб «Оникс» создали в далеком 1995 году. Одним из его основателей стал Игорь Погадаев. Он и дал команде такое звучное название. Появление «Оникса» стало мощным толчком к развитию мини-футбола в Алданском районе. Сейчас алданские футзалисты в числе лучших игроков всей республики. Растет, развивается футбол. И я надеюсь, что все больше и больше людей, детей будут принимать активное участие в здоровом образе жизни, заниматься футболом в том числе и другими спортивными видами спорта. Я думаю, что у Алдана большого будущего в футболе. У нас есть представители команды «Полюс Алдан», которые неоднократно и выигрывали Лигу чемпионатов республики, и участвовали во всех всероссийских соревнованиях. Поэтому на должном уровне Алдан представлен сегодня в России в футболе. Сегодня в рамках турнира прошло 6 встреч. Впереди 2 дня напряженной борьбы и красивой игры. Ну а кто станет обладателем переходящего кубка, мы узнаем уже 1 июня. Эржена Гармаева, Ринат Нахиев, Томот. К этому часу все. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.